Так, ладно, Ильдар, значит, смотри, есть вопрос один, да? Сегодня ты сам про себя, вот, когда у тебя спрашивают, чем ты занимаешься, ты что отвечаешь людям? А знаешь, уже не спрашиваю, чем я занимаюсь. То есть уже все знают, да? Да, получается Но ты так, сам для себя не расскажешь. Вот знаешь, я недавно подумал о такой теме. Вот есть же Википедия, да? Угу. Вот интересно было бы понять, что ты в Википедию можешь сам про себя написать. Угу. Понимаешь? И тут начинается вопрос. Вроде бы это, но не это. Вроде бы это, как бы видеограф, что значит видеограф? То есть очень расплывчатое понятие. Понимаешь? То есть вот, когда сам себе вопрос задаешь, вообще ты чем занимаешься? Вот, когда тебе конкретно нужно что-то написать, вот тут вопрос. Вот ты сам что написал про себя? Первое. Крымский татарин. Так. Семьянин. Угу. Многодетный отец. Так. А вот дальше, наверное, чтобы все объединить, чем я занимаюсь, это независимый фотожурналист. Угу. Вот это, наверное, все объединит. Фото-видео журналист, да? Ты же видео тоже снимаешь? Видео тоже снимаю. Но в основном фото, да? Больше фото. Видео это как хобби больше. Угу. И более того, я не профессионал этого дела. Я даже и фото не профессионал. Скажем так, ты делаешь это на том уровне, который людям как бы нравится. Да. Раз заказывают, значит, они согласны с этим, да, правильно? То есть я всегда говорил, что если товар покупают, значит, стоит этих денег. То есть, вот так вот. У каждого есть, скажем так, свои приоритеты, своя ценовая аудитория. Да. У каждого свой клиент. Ты же уже давно занимаешься, да, вообще этим делом? Если 2003 я закончил вуз, год-два я занимался, скажем так. Думал, да, чем заниматься? Да, чем заниматься. Потом 6 лет преподавал. И после 6 лет. Примерно лет 12, наверное, да? Да, где-то так. Примерно, наверное, как я. Там, где-то так. Да мы все, кажется. Одновременно. Произошел кризис, и надо было думать, что делать. Кризис какого? 7-8? Где-то так, наверное. Тогда, знаешь, я еще преподавал, и получилось так, жизнь заставила, знаешь, как бывает, такая дилемма. И мне сказали, будешь преподавать курсы по фотоделу. Я такой, как? В смысле? Я бухгалтер-экономист, преподаватель экономики бухучета. В университете тебе сказали? Не, это я в Академии бизнеса и права, на курсах, скажем так. И будешь преподавать фотодело. Как? Ты человек творческий, у тебя получится. Дали мне 2-3 недели, чтобы я по программе сделал материал. Таким вот образом. То есть, по сути, у тебя, получается, обстоятельства так сложились, что тебе буквально эту профессию навязали, да? Да, навязали. Поначалу навязали, потом, знаешь, как-то раньше такого не было, там телефоны, гаджеты, все эти дела. А потом, да и фотоаппарата у меня не было. То есть интернет, начало, скажем так, интернет, книжки. Вот так вот все изучил. Слушай, я это время с таким романтическим этим, знаешь, с ностальгией такой вспоминаю, потому что YouTube появился в 2005 году, вот кому говоришь, не верят. Они думают, что он был всегда. Только начало, да. Я помню хорошо время, я когда устроился на работу в 2003 году, я только эту полоску Яндекса помню, поисковика. То есть были форумы и был поисковик, то есть Яндекс, Google, да. И Ютуба не было. И все, что у тебя было, это такие толстые книжки, в лучшем случае, да, которые там ты заказывал, там что-то приходило. И такого изобилия информации не было. Да, у каждого не было того гаджета, чтобы ты мог зайти в интернет и пользоваться. Это само собой. ВУЗ, это работа, где ты был. Только там ты черпал эту информацию. Смотри, если ты говоришь, что в Википедии ты поставил бы как бы на первую строчку, что ты, крымский татарин, это понятно, да, то есть сегодня такое время, что... Я горд тем, что... Да, сегодня такое время, что это нужно выделять, потому что не все понимают, что это какая-то такая, знаешь, важная история. Скажу татарин, уже могут обидеть. Татарин, это, я считаю, что кто говорит татарин, он это говорит специальным умыслом. Осознанно. Да, осознанно, потому что мы-то понимаем, о чем идет речь. У тебя, получается, одно из главных – это семья, правильно? Я так понимаю. Самое главное – это семья. Смотри, сегодня наш народ испытывает определенные проблемы, да? То есть и демографически в том числе.
Назови мне время, когда наш народ не испытывал проблем. Да было время, когда не испытывал, но, скажем так, знаешь, проблемы бытового характера и проблемы выживания – это разные, мне кажется, Ну, проблемы. это да. То есть, когда у тебя там, нет горячей воды в доме, да, это одна проблема, а когда у тебя стоит другая проблема, это немножко по-разному все расценивается. Как ты считаешь, вот сегодня, да, у нас демографическая проблема. Оно в тот же момент, я вижу, это наблюдаю, что много многодетных семей, да, вот мы, допустим, в 5-ю школу ходим, там 3 детей, это, скажем так, это базовый набор. То есть там никого ты этим не удивишь, там 4, 5, 6, там 10 у нас есть там особо отличившиеся. То есть с этим вопросом как бы все, все нормально, все понятно. Как ты считаешь, вот сегодня перед крымско-татарским народом вообще какой главный вызов вообще стоит? Вот на что нам нужно в первую очередь обратить внимание? Ну, демографическая проблема, она для нашего народа, наверное, все-таки преувеличенная. Мы любвеобильный народ, и несмотря ни на какие трудности, все лучшее детям. То есть лучше мы обделим себя, ну, стройка само собой, там работа само собой, но все лучше ты все равно будешь давать детям. И если ты узнаешь, что твоя жена ждет ребенка, ты не скажешь «иди». Да, как бы Да, то есть, пожалуйста, просто скупую слезу, да? найдем. Нет, Вытерем зачем? рукав. Нет. То, что у тебя будет ребенок, это счастье. Ну да. То есть 3 это даже мало. Вот. Как это женщине объяснить? Они все понимают. Женщина, она тоже понимает, биологические часы тикают. Есть возможность финансовая, дом и так далее. Это все сказывается на этом все. Но, тем не менее... Я такое мнение встречал вообще, что вот пока у меня не будет дома, пока я там теплые полы дома не сделаю, я жениться не буду. Пока не будет своего жилья, я жениться не буду. Ты вообще как к этому относишься? Ну, вот с этим я частично соглашусь, потому что сейчас молодежь, я начал замечать, что, во-первых, девушки выбирают себе вторую половину финансово подкованного. Во-вторых, как правило, молодежь хочет пышную свадьбу, независимо от финансовых возможностей. И зачастую родители берут в кредит, делают шикарную свадьбу, чтобы как-то, а потом уже все это разруливают. Да. А ты как к этому относишься вообще? Ну, я считаю, что сейчас не надо никого удивлять. Просто лучше сделать небольшую свадьбу близких, родных. Ну, или никах, какую-то небольшую съемочку и где-то отдохнуть. Как по мне. Так, подойти рационально, да? Рационально. Не нагружать родителей, потому что сейчас не то время, чтобы шиковать, скажем так. Ну, смотри, вот, допустим, да, невеста хочет, чтобы у жениха был, допустим, дом, машина, да? Нет, она не хочет, она выбирает свою вторую половину и дает свое согласие только в том случае, если она поймет, что есть перспективы у этого человека. Ну, это разве плохо? Ну, это не совсем хорошо. Ну, а Это раньше... сколько нужно молодому человеку? Он уже по 30 лет будет таким, когда у него все будет. Если будет. И то, если будет. Поэтому, тут более рационально надо. Слушай, у нас разве такого раньше не было? Мне кажется, раньше такого не было. Мне кажется, на достаток всегда смотрели. Вот всегда. Не знаю. Я не соглашусь. На достаток смотрели, определенное количество, оно было. Процент какой-то был. Я так думаю, я не делал социологического опроса, но я думаю, какой-то процент был, который выбирал категорию людей и общался с теми людьми, кто ближе к ним. Да. Финансово и так далее. Круг. Да. И вот из этой категории выбирали, скажем так, молодого человека. Но с развитием интернета, социальных сетей, инфраструктуры, вузы и так далее, то есть они внесли свою лепту, та же самая ассимиляция, которая сейчас негативно сказывается. То есть вот это все сложилось, и приоритеты где-то поменялись. Этот процент, который смотрел, вот я же говорю, тут с какой стороны посмотреть. Я просто это вижу сам, когда заказывают те же съемки. Да.
И, ну, этого видно. Даже был случай, знаешь, приезжаешь в дом, мебели даже нет. Но они заказывают лимузин. Но это ты уже в свадебный день имеешь в Да, виду. свадьбу. Я не знаю этих людей, то есть мы не виделись. А дом есть? Дом есть, ремонт сделан, Ну все. ни мебели, ничего нету. Ну, одна кровать, ну, невеста сделала, Что еще? даже санузла нету. То есть, ну так. Ну, я даже такие страшные случаи слышал, что, оказывается, ну, разговоры же разные ходят. Все-таки у нас среда такая, операторов, фотографов, что бывает, что свадьбы в день свадьбы расстраивались из-за того, что жених не достроил свой дом. Там, условно говоря, что-то не доделал. У меня такого не было. У меня был один случай, когда чуть не рассорились из-за того, что жених был молодой парень, и у них не было разговора насчет музыкантов. А у нас есть такой одет. Без музыкантов невесту не... И что, прямо серьезно вот на этой теме? Серьезно, был такой разговор, и ну, пришлось вмешаться в тот момент и помирить, скажем так, чтобы это не дошло И до такого. наиграть музыку, да? Я сказал, что я просто сделаю монтаж, добавлю туда с другой свадьбы крупным планом, и все. То есть это не такая проблема, чтобы из-за этого сделать... Слушай, если они на этом этапе, на этом спотыкаются, то у них нелегко будет им жить. Знаешь, есть такое понятие, что люди делают свадьбу ради своих родственников. Ну да, такие И вот есть. когда родственник говорит, как, что такое? тебя что, не уважают? Нету музыкантов, они что, одеть не знают, понимаете, да? Да. А потом этот человек уходит в сторону, а конфликт остается конфликтом. То есть, Да, согласен. а сейчас, когда молодые пары, молодые родители не знают даже обычаев, Да. тебе даже приходится подсказывать и говорить, давайте сделаем так. Пояс будете завязывать или нет? У меня одна свадьба была, Куран не взяли. Они говорят, а что, Куран нужен? Вот. Ну, Представляешь? до таких банальных вещей доходит, да, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, это не мешает этому количеству свадеб, которые вообще есть, да? Да бывают такие свадьбы, ты просто шашацин. Ты просто в шоке от того, что там ты видишь. Ладно, интернациональные свадьбы. Ты приходится их снимать, ты видишь, как совмещаются обычаи, Нахлёст, да? Вот это? нахлёст этих... Тут каравай, тут развязывают пояс, да, короче, такая мешанина. Да, тут фото снимают. Ну, было такое, то есть, ну, немножко для тебя это дико. В то же время ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, это их решение, да? Да. У меня даже была свадьба, когда родители даже не пришли, отказались. Только после того, как у них появился ребенок, Ну, такое бывает, да. и вот все помирились, и все пошло. То есть были и такие случаи. Но ты знаешь, возвращаясь вот к этим сложностям, да, когда там жених с невестой, там парень, девушка, мне кажется, вот этот Инстаграм и социальные сети, они сильную влепту вносят в эту всю историю. Представляешь, вот сидит, условно говоря, девушка, да, которая вот растет, взрослеет, и у нее перед глазами вот эта вся эта жизнь. Это фото, это дым, это снег, это лимузины, поездки, то есть... И человек вот с этой мыслью он вырастает, с этой навязчивой идеей. Вот представляешь, там, условно говоря, какая-то девочка, да, у нее родители скромные, ну, сами по жизни, у них нет таких больших заработков. А она хочет вот этого, понимаешь? И родители, они как бы вылезают из кожи, чтобы этот праздник организовать. Все-таки это же новое время, получается, влияние социальных сетей. Раньше, представляешь, вот люди жили в этих селах, да, и знать не знали, у кого что происходит. Тут в своем селе. Ну, есть богатые, ну, они богатые, они могут себе позволить, там, нанимают там повозки всякие, да. А в основном все более-менее средние, бедные, как бы там такие простые, и нет никакой-то гонки. Тут вопрос двоякий. Если финансово можете потянуть, пожалуйста. Ну, Я понятно. понимаю, да, интернет, он, с одной стороны, это хорошо. То есть люди могут общаться и удаленно, скажем так. Были свадьбы с разных стран, приезжали женихи, да, забирать наших девочек, и живут счастливо. То есть, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, да, это портит, ну, не портит, Мешает. мешает. Сбивает фокусировку. Можно и так сказать. Во всяком случае, да, желания увеличиваются. Раз у них было так, у моей вот подружки было так, почему у меня не так? Ну, платье 100-150 тысяч, это круто. И, ну, а потом на второй день, что они его продают, это тоже интересный момент.
Ну да, тут такое дело. Ну, знаешь, эти нюансы в основном знают операторы и фотографы, кто в теме, что называется. В основном люди с этим сталкиваются первый раз, и потом они такие: ой, а что теперь делать с этим платьем, и начинают его продавать. А мы-то это видим постоянно. Ну, То мы есть, видим, да. видели, по крайней мере, я сейчас не снимаю. Вот. Ну, смотри, тем не менее, у нас свадьбы проходят, да. Вот сейчас как бы такое время, получается, ну, непонятно. Даже в это время проходит. Да, вот непонятное время. Ты вообще как к этому относишься, что вот сейчас свадьбы проходят? До сих пор идут, там, я знаю, что еще должны там какие-то свадьбы быть. Знаешь, я такой один момент скажу, что сейчас люди разделились реально на два лагеря. Одни, которые говорят: вы вообще больные, с ума сошли, вы свадьбы проводите, вы на свадьбы ходите. А другие делают вид, что ничего этого не происходит, ничего этого нету. Ты вообще как к этому относишься? Учитывая, что ты как бы, ну, немножко в теме, да, ты как бы работаешь на таких мероприятиях. Ну, во-первых, скажу так, что я через эту гадость, которая называется коронавирус, прошел. Не знаю, где ее зацепил, но в числе первых, скажем так, в июне месяце я через это прошел. Страшная вещь. И если затянуть, то можно и остаться в больнице. Оставить семью, скажем так, без тебя. Это очень страшно. И когда ты видишь, что делают свадьбы, когда очень много людей, когда нет этого расстояния безопасного, когда нет специальных средств, которые вентилируют воздух, да, и так далее, то ты понимаешь, что вероятность заболеть увеличивается. Ну, на свадьбе все обнимаются, целуются, то есть этой дистанции в принципе нету. Но у нас одет такой. Одет есть. Но когда все началось, стали же многие благоразумнее. И к бабушкам, скажем так, лучше позвонить, чем пойти. Да. Да, то есть есть здравый смысл у людей. И как бы свадьбу хочется сыграть, я их тоже понимаю в этом плане. И как оператор я понимаю, если не будет свадеб, то не будет у меня, да, работы. Да. Тут опять же дилемма, и каждый решает для себя, идет он на этот риск или не идет. То есть так. Нужно сконцентрироваться вот на какой-то на доме, на семье, на какой-то работе, ограничить эти массовые мероприятия, да, то есть стараться в них не участвовать, по большому счету. Потому что, знаешь, мне кажется, что... Выходите на природу, сделать. На природу, да. То есть, мне кажется, что даже вот я могу сейчас, условно говоря, быть переносчиком. То есть, я не уверен до конца, что я сейчас не болею. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Потому что случаи разные бывают, диагностируются у всех по-разному, и поэтому даже я могу быть угрозой кому-то, условно говоря. Поэтому надо быть благоразумным и такие моменты отсекать, да, стараться отсекать. Я думаю, после того, как люди увидели, сколько известных людей из нашего народа ушли, возможно, я верю в это, что многие задумаются и переоценят все это. Да, Аллах благоразумие. И так нас не так много. Ну, не так много. Такое, как бы... Ты знаешь, я думаю, что вот эта вот цифра 300 тысяч, она как-то прилипла к нашему народу. Ну, она уменьшенная, конечно. Мне кажется, что она сильно уменьшенная. Ты знаешь, я эту сумму 300 тысяч в 8 классе слышал по географии. Это было 2000, наверное. Но сколько мы свадеб сняли, я этих ребят всех встречаю так или иначе в инстаграмах, 2 минимум, 3 в основном, да, то есть, ну, у нас с этим проблем особых нету, понимания особого нету. И причем, знаешь, что интересно? У наших нету такой навязчивой идеи, что нужно рожать. Мне кажется, у нас как-то к этому хорошо относятся, да? Ну, есть, третье, все нормально, классно. У нас же есть общественные организации. Почему бы им не сделать перепись населения? Свою. А как это можно сделать? Сейчас работают социальные сети. У нас есть канал, там, YouTube-канал. Кинуть клич, во всяком случае. Не все же в Ютубе. Слушай, а это хорошая идея. Кинуть клич по всему народу и, давайте, до Нового года за месяц узнаем, сколько нас. Вот. Смотри, как резолюция пишет. Вот практически, да, как это может практически выглядеть. Ну, YouTube не везде, Facebook не все. То есть... Молодежь, социальные сети, сейчас это все так развито. Почему бы нет? И сразу мы узнаем, приблизительно. И причем можно узнать и тех, кто в отъездах, правильно? Конечно. Член семьи, все. Да. За него даже галочку поставили. Все. То есть, если говорить практическим языком,
Сейчас, если в семье есть ребенок, подросток, да, даже если Который есть в взрослый, социальной сети, да, он который по-любому активный. есть в социальной сети. По-любому. Совершенно верно. Слушай, а получается, что даже нашим блогерам, у Совершенно которых по верно. 50, по 40 тысяч подписчиков, они могут спокойно эту волну поднять. Совершенно верно. Это хорошая идея. Потому что мне кажется, что если наш народ, наши крымские татары узнают, что у нас, допустим, 600 тысяч, ну, по-другому дышать будут люди. Да не то чтобы дышать, вообще нам нужно объединяться и более быть активными. Я знаешь, почему говорю? Я говорю про то, что вот эта риторика будет, мы маленький народ, вот это вот уже раздражает, если честно говоря. Я в Бахчисарае, Возьми компактное проживание. ну, у нас 7-й, там одни наши безэмклер, в основном, там процентов 90 точно. Ну, даже 95, наверное, мне кажется. Было бы желание, мне кажется, сразу можно это все узнать. Это хорошая идея, на самом деле. Ты знаешь, мне кажется, это нужно для того... Вот у нас к нам приходили гости разные, да? И у нас была гостья одна, Бахетгуль, она сказала очень хорошую вещь, что крымским татарам нужно не забывать, что они крымские татары. И ты знаешь, я не говорю о том, что нужно на пустом месте, на ровном месте гордиться. Ой, мы все крымские татары. Нет. Но если мы начнем понимать, осознавать, что мы крымские татары, мы начнем по-другому вообще двигаться и по-другому себя чувствовать. Вот эту риторику о том, что мы маленький народ, мы там маленький народ, ее нужно... Коренной народ, который угнетали столько лет, депортировали, Ну, мы же тоже пытались уничтожить, Да. но мы вернулись на родину, мы должны развиваться. Я помню, ну, была тема с театрами, была тема с кино, была тема, да? Ну, с кино не было еще, мы ее не обсуждали. Ну, Но она будет у нас, обязательно будет. Я думаю, это все должно развиваться. Не один фильм должен появляться в год. Да, безусловно. Или не один или два театра должно быть, да? Или не один или два клипа должно появляться в Конечно. месяц, к примеру. У нас да? клип это событие. Ну, что за Совершенно ерунда? верно. У нас это должно просто по всем направлениям должен быть массированный удар. То есть клипов, пускай будет 20 клипов в месяц. Понимаешь, в Причем чем? среди молодежи это должно быть. Потому что сейчас молодежь очень активна, очень. А Вот куда если она ее свою- правильно активизировать, не на вечеринке, а на народ, вот была бы сила. А как ты их с вечеринок заберешь? Там много наших на вечеринках. И понимаешь, и Приобщить надо с другой как-то стороны, так. ты не можешь им запретить это, потому что ну, какой ты имеешь право. Нет, И- запрещать ни и в коем чужие. случае. Можно на вечеринках, которые проводятся, флешмобы, что-то еще. Давайте объединимся, сделаем. Так и для них это будет, войдет в азарт. Мгм. Поверь, если заинтересовать молодежь, она горы может свернуть. Нету, и не то чтобы нету, просто мы люди одного поколения, сейчас люди другого поколения. Ну, понятно, да. Мы не слышали, что такое ТикТок. Сейчас каждый подросток знает, что это такое. Мы не слышали, что такое Инстаграм, а сейчас Инстаграм, он лучше, чем федеральное телевидение. Ну да. Понимаешь? То есть молодежь сейчас во главе должна быть всего. Просто ее надо направлять. А сила огромная, поверь. А кто будет заниматься этим направлением? У нас есть эти авторитеты, которые могут направить молодежь? Это же должен быть какой-то авторитет среди молодежи, который этим будет заниматься. Они же не будут слушать там тех, кто Аксакалов. У нас же такой нет сейчас истории. Не, почему? Они Соколов будут слушать, но определенный процент той молодежи. Это есть лидеры ячеек, скажем так. Это вузы, это коллективы студенческие, которые и так объединены уже, но они объединены на создание там, вечеринок, мероприятий каких-то таких, рейвов и так далее. То есть в этом плане... Я слово рейв постоянно в школе слышал. Ну, тем не менее, что-то такое делают. Вот, вот если их дать какой-то стимул. Помнишь, был конкурс «Лучший клип»? Ну, конечно, я в обоих участвовал. Вот, Конечно, помню. вот что-то вот «Атласес», вот сейчас молодежь туда ходит, да? Вот такого же плана, только небольшую финансовую, ну, тут даже не финансовая должна быть. Тут... Слушай, а почему мы стесняемся финансовой истории? Почему мы этого стесняемся? Да нет, я не стесняюсь. Просто молодежи сейчас финансы, ну, деньги не нужны. Ты думаешь? Мне кажется, сейчас культ денег.
Сейчас. Не-не-не, ну тут, если какую молодежь взять. Ну хорошо, пускай iPhone будет 12, 13. И что? Сказал iPhone 12, они пойдут делать... Аж бегом. Давайте знаешь, так, давайте смотри, так, раз это работает. Слушай, я тебе скажу, вот как Но гивы же проводят. GIF это вообще не то. Это полная ерунда, это вообще не то. На фоне гива сделать что-то другое. Смотри, я тебе скажу по своему опыту. Когда был первый конкурс Мейдан ФМ клипов, Так. он был в 2012 году. И у нас, я не один был, у нас вообще 4 человека было, которые вот мы говорили о том, что было бы хорошо снять клип. Конкурса этого еще не было. Мы были на стадии разработки. Была песня классная, и мы говорили о том, что было бы неплохо снять клип. Вот на уровне разговоров. Потом, получается, появляется конкурс, соответственно, уже Стимул. повод, да. Даже повод не в том, что есть деньги, а прикол в том, что была площадка, на которой ты мог заявить свой клип. Это же было телевидение. Весь народ тебя Конечно, увидел, да. это было телевидение. То есть ты мог заявить, была площадка, была движуха, был инфоповод. И это на самом деле подогрело. И там клипов, нормально было. И Очень ты знаешь, хорошо. на таком нормальном уровне сделали, что там кто-то приезжал, то есть продакшн был. И это было все интересно. Мы умеем делать продакшн. Тут вопрос не в этом. Просто его очень мало. Ну хорошо, мало, но чтобы у нас сегодня было 10 продакшенов, что нужно сделать? Вот чтобы 10 было крупных продакшенов. Но не должно быть людей, скажем так, которые финансово есть предприятия, да, скажем так, которые вносят свои деньги и делается. А это должно быть объединение. Пусть это тот же рэп, который снимают ребята на телефон. Довольно неплохие клипы получаются. Но это пополнит копилку. Писать. Наши поэты. Пусть, я помню, Сиран, когда только начинал, сколько его, скажем так, что это не татарский язык и так далее, что это не литературный. Но он бился, он в этом ушел. Молодец. Ты знаешь, У него был стимул это делать. он и сейчас Вот таких, как Сиран, побольше. Он и сейчас делает. Вот и все. Да. Таких, как он, чтобы они объединялись, чтобы они делали, чтобы они поднимали культуру, те же обычаи. Мы же уже не те татары, которые были раньше. А мы не должны ими быть. Вот, мы должны развиваться. Вот и все. Да, есть Краймен Татарс. Огромное им спасибо. Телеканал раньше был, да, хороший. Вот. Знаешь, был даже момент, когда ты понял, что культура развивается. Вот когда-то такой момент был, а потом все. Кроме Татар же сейчас проводит, и Татлысес тоже конкурс, есть такой масштабный конкурс. Сколько детей. Ты представляешь, какую большую работу они делают, по сути? Один конкурс, но это же и летом идет запись. Вот я просто одних ребят снимал им, типа клипы, там видеовизитки, там их танцы были. Слушай, я снимал их в мае, то есть, а конкурс будет там, когда зимой, да, он будет. То есть люди год работают, чтобы участвовать в конкурсе. Представляешь? То есть они делают огромную работу. А представь, вот таких вот продакшенов, да, будет 10. И таких конкурсов будет 10. О чем я и разных говорю. уровней. Объединиться нескольким людям, чтобы каждый вложил свою лепту, и будет вещь. И будет история, понимаешь? Это не... Нас не будет, это останется. Ты говоришь объединиться, да? Объединяться нужно вокруг чего-то. Вот мне кажется, у нас сейчас проблема вот с этими авторитетами, которые могут объединить. Да, совершенно. Я с тобой согласен. Вот я сейчас выйду и скажу, я вас объединяю. Мне скажут, а ты вообще кто такой? Ты откуда взялся? Поэтому я же говорю, должны появиться ребята из молодежи. То есть ты новую волну возглавить? Да, новая волна должна быть. А нам что делать? Нам все на покой? Помогать? Почему? Подожди, представь, там 18-летний парень вышел и начинает говорить, подожди, у меня свое видение. То есть, в этом плане, точно будет конфликт. Почему? Молодежь, она очень хорошо воспринимает критику. Очень... Вообще, ты доволен молодежью вообще новой? Есть и плюсы, есть и минусы. У нас... Я просто поражаюсь, почему мы недооцениваем ее. Мы ее просто недооцениваем. Вот это большая проблема. Когда молодые ребята танцуют, добавляют, скажем так, движение
с других Да, стран, да, да. мы это воспринимаем штыки. Очень штыки. Почему? Слушай, ну а чем мы вокруг танцев все время? У нас Не только танцы. ну, в это- основном танцы. Вот что вот? Крымский татар это что? Вот сейчас реально скажи, что это? Это танцы, это пение, что еще? Ну, это, скажем так, близкое, которое может сделать каждый. Фильм не каждый снимет. Да. У него должна быть режиссерская жилка Ну, и там так много далее. чего должно быть. Оборудование и так далее. Театральную постановку не каждый сделает. Да. То есть есть вещи, которые не может сделать молодежь. Но есть вещи, которые она может сделать. То есть это самое простое, что может человек проявить себя, да? С этого начать. Знаешь, это когда зажигается эта спичка, Да. она объединяет, и в итоге получается, так продакшены и возникают. Понимаешь, просто сейчас все объединяются насчет этих вечеринок. Они проделывают огромную работу. Они договариваются с продакшн. звездами, которые приезжают с других стран, которые сейчас на слуху у молодежи. То есть это тоже огромная работа. Они договариваются, они там гостиницы и так далее, площадки. Это огромная работа. Мгм. То есть одни выполняют эту работу, то, что им интересно. Ну да. А вот если сделать так, чтобы было им интересно не только это, но еще и вложить в народ. Слушай, но они продают товар, на который есть спрос. А ты уверен в том, что если они завтра начнут рекламировать книжные ярмарки, что будет такой же хайп на этом? То еще какой? Думаешь? Я уверен. Просто мы не можем найти эту золотую жилку, чтобы их зацепить. Ну, в этом проблема. В этом и проблема нашего поколения. Мы не можем друг друга услышать. У нас нет площадок. Вот ты когда-нибудь видел, чтобы объединились разные возрастные группы интеллигенции нашей? Вообще нет. Вот. Почему Потому что бы у это не нас сделать? наша интеллигенция возрастная, она очень со снобизмом смотрит вообще на всех. Совершенно верно. То есть даже касаемо простых обычных текстов, да, просто там какое-то написание, какой-то песни. Не так написал, не то Да, сделал. слушай, человек читает рэп. Всегда, испокон веков, стих, всегда это была аутентичная право. авторская штука. Да. Ты не мог там того же Пушкина или Мандельштама упрекнуть, что он не там запятую поставил. Вот у нас с этим проблема. Но это может быть конструктивная критика, а может быть... Если дело касается стиха, да, там ударение можно неправильно ставить, там окончание можно неправильно делать. И это давно было ходом того, кто пишет. Понимаешь? У нас проблема в том, что человек сначала пытается сразу заявить о своей квалификации. Если, допустим, мы говорим про возрастную, да, нашу элиту, которая есть. Если она что-то видит, она воспринимает штыки, потому что она должна сразу обозначить свой статус, что она в этом разбирается. Все. Слушай, но по рукам ударить недолго. А той же молодежи, да, ты говоришь, вот волна там, все. А какая поддержка этой волне? Вот действительно, ты правильно говоришь, где эти площадки, где могут все Нету. встретиться, Нету. пересечься? Где этот диалог, который может, допустим, молодой спросить у взрослого, и взрослый может спросить у молодого? У нас ощущение, что взрослые, мне кажется, что они с односторонней рацией, они только могут отдавать, ничего не принимая. Ну, не совсем так. Есть адекватные, скажем так, люди. Ну, я общался с некоторыми, и которые понимают, что молодежь уже другая, что нужно принимать ее такой. То есть готовы работать, делать действия в этом плане. Просто, опять же, знаешь, были даже такие, как это называлось, когда собирались просто там... Брейн-ринги, типа игры или что? Не-не-не. Просто там монополию поиграют, еще что-то там поговорят. Такие площадки мафию были. играли, в мафию играли. Молодежь собирала Да, площадки да, такие. Да. Хазине собирал. Что-то такое. Да. Вот тогда я думал, что вот что-то вот там вот возникнет. Понимаешь? Но что-то вот оно так затухло. Но площадки не должны быть такими маленькими, они должны быть побольше. То есть какой-то... Ты знаешь, вот смотри, я тебе такой момент скажу. Я не знаю, ты был свидетелем этого или не был? В 2007, 2006, 2005, 2008 был такой сайт kramen.org. Это сайт крымской молодежи. Вот на этом сайте познакомились очень много молодежи, я в том числе. Там и Зарема была, вот, моя подруга Барабашка.
было очень много ребят, которых сейчас я вижу, мы со многими общаемся, знаемся. И это была настолько крутая штука. Мы один раз там поехали, 2 микроавтобуса наняли, там 36 человек поехали в Ялту, мы где только не были. И это было реально живое, классное общение. У нас был форум, который нас всех объединял, где мы все общались. Потом мы назначали какую-то дату, это пикник или выезд, или что-то такое. Мы там на Мангупе плов готовили. Или там подружка моя, она тоже сейчас, ну, все мы в поле этого, знаешь, видимости. То есть мы все друг друга видим. И это была очень крутая штука. То есть мы все друг друга знали. Многие поженились вот на этой базе. То есть познакомились, поженились. Огромное количество реально этих браков возникло. И это было, слушай, это была хорошая площадка, реально. Потом сайт там немножко что-то затроил, там пришли одноклассники, мы начали в одноклассниках общаться, потом контакт появился. То есть что-то Facebook я раскидала. Ну, опять же, социальная сеть, ее нужно раскручивать, она должна быть рекламной, да, скажем так, немножечко. Она должна продвигаться по... Да. Там целая процедура, кто знаком с маркетингом, знает, что это такое. То есть она не должна быть на одном уровне. Почему сейчас Инстаграм рубит все социальные сети? Да. Понимаешь? Ну, слушай, Инстаграм это очень простой в использовании, но в то же время... Ты как бы в курсе вообще всего, что происходит в мире. Да, утром встал, быстро ленту просмотрел, и все понятно. И почему умирают одноклассники? Ну, они, по-моему, мертвые родились. Вот две, как бы так, социальные сети, которые объединяют определенное количество людей, да, но разновозрастное. Обязательно. Вот мы должны создать Инстаграм крымско-татарского народа. Не, ну ты говоришь, что это понятно, но взрослые все равно не будут в Инстаграме сидеть. А как вот смотри, да, ты уверен? Я уверен. Да. Ну, ты знаешь, у меня один раз такой смешной случай был. Я что-то сидел на работе долго, там, ну, не знаю, там до часу ночи, по-моему. И в Инстаграме выкладываю фотографию какую-то, и что-то подписываю. И мне мама в директ пишет, когда домой поедешь. То есть, понимаешь, она зарегистрировалась в Инстаграме, чтобы мне написать это. Ну, это интересно. Но она в Инстаграме не сидит. Смотри, знаешь, давай пофантазируем, помечтаем о такой штуке. Вот, условно говоря, представим эту площадку, на которой могут встречаться взрослые там и такие. Комментаторс, он же делает такие встречи. Там, когда ветеранов зовет, там еще кого-то, движение. Ветераны – это одно. А кого? Вот там же такие форматы были, когда есть ведущий модератор, когда есть гости приглашенные, разновозрастные. Вот такой же формат, получается, уже есть? Нет, но там цель какая? Пообщаться с человеком, обменяться его мудростью, да, скажем так, проследить его путь и так далее. Да. То есть там другая цель. Да. А здесь должна быть цель, что нам сделать еще. Не то, что сделал этот человек, а что нам сделать еще интересное для народа. Ну, ты, мне кажется, как-то глобально звучит, нет? Глобально, Сразу да. бюджетами какими-то пахнет, какими-то взносами. Да нет. А что можно глобально сделать просто на энтузиазме? Просто собрав народ. Те же самые пикники, которые ты говоришь. Да. Объединить молодежь, раз. Второе. Какой-то конкурс, сделать те же клипы, песни и так далее. Два. А площадка, где это будет все выкладываться? Вот там же проблема в основном. Допустим, на сайте каком-то, который То есть- тоже будет объединять. Именно крымско-татарский. А потом уже подключать, скажем так, людей, которые диаспоры наши. Подключать весь мир, который также в этот процесс подключатся, и в итоге будет обмен. Молодежь сможет поехать туда, оттуда приехать сюда, как делали раньше вузы. Обмен студентов и так далее. Ну, скажем это так. То есть, таким вот образом мы сможем продвигать свои культурные проекты где-то за пределами Крыма, и они будут знать нас. Понимаешь? И мы узнаем от них, что у них есть. Потому что многое мы и теряем. А вот для такой площадки, как ты думаешь, какая самая главная должна быть тема, первостепенная тема, какая должна быть вот для такой площадки? Сохранение крымско-татарскости. Мне знаешь, я недавно услышал этот термин. Вот это самое то. Какие там, вот давай там какие-то вот 5 пунктов обозначим. Что значит крымско-татарскость, вот по твоему этому мнению? Язык, Язык, обычаи, обычаи,
Интеграция должна быть Интеграция куда? в современный мир. То есть в ногу То есть со наша временем культура, да, должна быть. Актуально быть, да? отойти от своих закостенелостей Мгм. и начать развиваться. Мгм. А закостенелость в чем выражается у нас? Что мы пастухи, что мы вот такой народ, который природу только может, да? Песни Да. про природу, Да, про да. любовь, про Да, это, да, да. про родину. Нужно идти чуть дальше. То есть нужно со всем миром развиваться, быть ногу со Конечно, временем. конечно, да, и использовать все направления, которые есть. Так, 3. Дальше. Образование. Образование – это как национальная идея в том числе. Совершенно верно. Потому что без образования, без специалистов, то есть мы свою сферу деятельности, да, знаем. Да. А есть люди, которые профессионалы в другой сфере деятельности. Тот же сайт мы должны объединить и программистов, Мгм. и операторов, и фотографов, и менеджеров, и маркетологов. Понимаешь, вот это все должно сложиться в одно. То есть, скажем так, мы должны быть развиты в разных профессиях, в том числе. То есть, И сложность и объединить профессии это всё. тоже нужно повышать, да? Конечно. Условно говоря, ну, скажем так, фотограф это не такая квалификация, как, допустим, зубной врач, условно говоря, да? Ну, разница же есть, согласись. Конечно, есть. То есть я вот по своей части скажу, да, вот видео, я к нему серьезно никогда не относился, потому что я знаю, что ты возьми любого человека, ты его за месяц можешь натаскать так, что он будет снимать отлично. То есть, а то, что приходит за месяц, я не считаю, что это серьезный какой-то навык. Вот честно, вот это мое такое отношение к этому. А ты возьми, допустим, какого-то музыканта, или возьми какого-то зубного врача, или инженера, который строит здание. Ты за месяц никогда этому не научишь. Значит, нужно развиваться в серьезном образовании, нужно, да, то есть уделять этому конкретно внимание, образованию. Да. Так, и есть что-то еще? Ну, а по добыче мы можем сказать, что это наша и кухня, и все вот эти вот истории, да? Да, То конечно. есть это такой большой, да? Да, фактор? тоже костяк такой, да. Есть что-то еще в твоем этот, Ну, сейчас я не могу, так, знаешь, нужно... Ну вот смотри, давай так, мы как-то разговаривали с человеком, ну здесь в студии мы разговаривали, и мы пришли к тому, что мы тему религии не обсуждаем, потому что считаем его базисом. То есть то, что мы не обсуждаем, да, это как бы само собой разумеющееся. Ты согласен с этим? Религия, она всегда ценная, да? И на важном для каждого крымского татарина. Ну, то есть это тот фундамент, на котором все стоит, и мы это не обсуждаем, правильно? Для молодежи, скажем так, пусть это поймут меня правильно, вера для многих молодых людей, Да. она не на первом месте. Чтобы меня поняли правильно. Ну, как это, ну, не на первом месте, это почему? Из-за чего, как ты думаешь? Ну вот меняется. Ценности меняются у людей. Ну, слушай, ну много молодых сейчас и наоборот пришли в веру. То есть Пришли. это двухстороннее направление. Двустороннее направление, да. Ну, то есть, как один из аспектов, вера играет огромную роль, да. Но если ее ставить в основу, то с молодежью это, скажем так, не самое главное. К сожалению. К сожалению. Будем говорить откровенно, скажем так. Ну, смотри, я думаю, что ну, мы за всех же все равно в любом случае не можем сказать. Не скажем. Я просто свое субъективное мнение высказал. В каждой семье мы прививаем любовь, да, к исламу, к религии. Это само собой разумеющееся. Но как только личность формируется, она должна дойти до этой религии еще. То есть, если мы хотим на фоне религии побудить молодежь творить, наверное, это не получится. Ну, я думаю, знаешь, подытоживая твои слова, я думаю, нужно отметить следующий момент, что сейчас перед нами стоит вопрос объединения на разных уровнях, да? Нам нужно как-то сформулировать вот это наше направление, куда мы движемся, да, его же нужно сформулировать.
Вообще, вот что мы делаем и ради чего? Мы сейчас такое ощущение, что мы сейчас просто проживаем, что-то делаем, а вот этой глобальной идеи ее нету. Даже просто банально возникновение этой площадки, где разные поколения, разные возраста будут просто какой-то диалог какой-то создастся. Мне кажется, уже этот диалог что-то может родить. На данном этапе это максимум, наверное, что мы можем сделать. В этих условиях, в которых У мы нас оказались. нет государственной поддержки. У нас нет институтов, которые могли бы в этом помочь. Государственных. Мне кажется, Финансовой поддержки не нужно такой рассчитывать на государство, мне нет. кажется. Ну, это, с одной стороны, ты прав, но когда есть органы, в которые тебе не нужно обращаться, чтобы тебе собраться, да, когда тебе не нужно получать разрешение на то или иное мероприятие и так далее, ты упираешься в эту стену. Но сейчас же, чтобы провести свадьбу, никто разрешения не берет. Свадьба – это свадьба. Ну, также это может быть какой-то творческий вечер. Мне кажется, ты знаешь, вот в этой государственности, когда люди обвиняют государство... Никто ее не обвиняет. Нет, я не говорю про тебя. Есть такое мнение, что вот если бы государство... Мне кажется, это просто инфантильная позиция. Вот знаешь, человека, которому нужно помочь. А если вот ты адекватный человек, да, и я надеюсь тоже там, и я знаю таких много. Если у нас просто родится эта мысль, что нам нужно проводить такие вечера, такие собрания, нужно просто общаться. Понимаешь, даже если просто люди взрослые соберутся, к примеру, какой-то художник, да, свои картины выставит, и он просто будет рассказывать про свои картины. Вот просто такое живое общение. Уже это, вот на этой почве может возникнуть что-то глобальное. Конечно, у человека может быть, я тоже так буду писать. Это как минимум. Я смогу, это да. как минимум. А может быть появится режиссер, который захочет там какой-то фильм снять про это. Понимаешь? Совершенно верно. То есть пока у нас в мыслях нету этого никогда и не будет, не возникнет. А думать о том, что, если было бы государство, оно бы выделило деньги. А когда вот такая, знаешь, мысль... Я не это имел в виду. Вот, допустим, тот же возьмем Кромен Татарс, да? Да. Чтобы провести какое-то мероприятие, получить разрешение, им приходится бегать немало. Ну, Причем они могут сказать да, а потом сказать нет. слушай, там уже глобальные проблемы, скажем так. Потому что Кромен Татарс, они очень заметные, они большие. Понимаешь? То есть тут, скорее всего, уже... Любое объединение крымских татар, которое начнет выполнять какой-то вид деятельности, сразу станет заметно. Ну, это же решаемый все равно вопрос. Как ты думаешь? Ну, конечно. Ну, если... Но должно быть, все это будет контролироваться. Смотри, если мы сегодня с тобой не решили проводить какой-то симпозиум, да, на котором мы просто будем там Чингиза Айтматова читать и обсуждать его произведения. Если мы это не решили, то как мы можем сказать, что у нас там на 10-м шагу будет какой-то препон? У нас и этого даже нету на разговоре, на уровне разговора, понимаешь? Ты не путай 2 человека и 200 человек. Я не Или путаю. 2000 человек. Я не путаю, но я думаю, что если будет НИЭТ, чтобы 200 человек собралось, это все равно мероприятие может быть. То есть, понимаешь, я к чему? Один раз может быть, второй раз может быть, а на третий раз... А там посмотрим. Слушай, главное, понимаешь, эту искру, ее, чтобы она образовалась. Нет. Потому что, понимаешь, я думаю, что вот есть кофейня, да, какая-то, там кофейня вмещает 30 человек. Вот 30 человек, если соберется, близких по духу людей, и вот это количество людей может родить такой проект, такие могут проекты родиться, что потом мы просто не заметим, как все это закрутится, завертится. Если мы просто на каком-то уровне не обсуждаем этот вопрос, а этого никогда не будет, если даже это просто в мыслях нету. Дай Аллах, чтобы это получилось. Я очень верю, я искренне надеюсь на нашу молодежь, потому что наше поколение уже сделало и немало. Да, много Мы сделано. много всего Ну, сделали. не наши, наверное, все-таки более Да, старшие. Да, более старшее поколение. Мы сейчас носим свою лепту, Да. какую-никакую. Вот. Но будущее все равно за молодежью. И вот за ними им нужно помочь найти Мне правильный кажется, путь. знаешь, будущее за всеми нами, реально. Потому что сегодня, вот представь, человек, да, вот ему 50 лет. Представь, его жизненный опыт, его насмотренность может настолько усилить попытки молодого человека, у которого энергии через край. То есть это нужно просто как-то правильно совместить.
Понимаешь? То есть молодой, он как бы, ну, у него же нет опыта особого. И, может быть, где-то нужно будет ему подсказать просто. Мне кажется, вот все сейчас от всех зависит все это движение. То есть Согласен. говорить так, что типа, все, молодежь, все карты вам в руки, то есть тоже неправильно. Мы должны тоже думать и шевелиться. Я думаю, что Ну, конечно, и помогать-то нужно. и тем, кому 60, и я знаю людей, которым 80, и они делают столько, вот реально, я знаю человека, ему 80 лет, и он столько работает. Делает. Ему в 2 часа ночи напишешь, он тебе отвечает, потому что он что-то делает, понимаешь? Я думаю, что вот на таких людях все это будет держаться. И мы, и они, и более молодежь. Важно просто как бы об этом говорить, да, мне кажется. Об этом думать, об этом говорить. Думать, говорить, а вдруг, да, вот это вот все выльется в такое объединение людей. Я знаешь, я вот как-то, я вот знаю, что это будет. Я вот в этом уверен. Да, я Потому что почему-то я тоже. видел, ну, часто вижу молодежь и общаюсь с ней, и понимаю, что они хотят это даже сделать, но не знают как. То есть они горят. Мне даже вот нет-нет говорят там, ну, снять то и это. И я вот вижу запал, я вижу, какие у них идеи. У меня этих идей нету. А у них прям вот, Но у тебя есть возможность. да, я в этом и помогаю, я стараюсь этим помочь. А у них прям идеи, и вот они прям вот вырываются, а никто их не хватает и не говорит, Да. давайте, Да. мы вам поможем, давайте. Вот этого нету, понимаешь? Но Я не есть знаю, вот ощущение, что должны появиться появится? такие, я в это верю, я в это вот чувствую, что в ближайшее вот время, вспомни 2014 год, когда объединились, и вот как-то вот что-то вот началось. Молодежь как-то, знаешь, вот сплотилась, флаг, все дела, вот, ну, это не банально, а вот это вот чувствовалось, объединились. Потом бац, расслабились. И площадки исчезли, где можно было это все показать. Мгм. Я не знаю, как сейчас в вузах, что там происходит в вузах, но сейчас изменилось даже это. Мне так кажется, потому что молодежь, она пытается проявиться где-то там. Она там развивается, что-то делает, но мы этого не видим. Ну, я думаю, мы увидим. Я думаю, ты знаешь, я очень оптимистично настроен в этом плане. Вот и я прям вижу Я это. вижу детей, вот этих новых детей, на которых все гонят, понимаешь? Они все одели нифига. Вот я реально вижу этих детей, я реально вижу подростков. Они на 2 головы выше. Я реально вижу тех, кто моего возраста, и я сам в себя верю в каких-то моментах, понимаешь? То есть в этом плане у меня нет абсолютно никакого упаднического настроения. Я думаю, что просто нужно правильно сформулировать, понимаешь? Нужно задачу сформулировать. Перед тем, как выполнить задачу, нужно просто ее обозначить, чтобы к ней двигаться. А мы сейчас в состоянии, мы просто это даже не делаем, мы не обозначиваем, мы не Мы никогда определяем. этого не делали, мы не знаем, как это Ну делать. вот надо сделать. Ну. И я думаю, что на наших, вот как ты и я, на нас в первую очередь эта ответственность лежит, что мы должны это сформулировать, эту идею. А потом бац, появится авторитет, которому все поверят, понимаешь? А идея уже есть, видишь, как все совпало. Поэтому я думаю, что в этом плане я очень оптимистичен.